Сколько еще людей остаются под завалами? Какую посильную помощь им можно оказать? Задавался этими вопросами каждый неравнодушный житель республики. Коллективная дуа в мечетях за погибших и раненых, волонтеры, отправившиеся помогать разбирать завалы, и тысячи людей, которые несут гумпомощь. Сотрудники МЧС, а также студенты пожарно-спасательного колледжа занимаются погрузкой уже третьей грузовой машины. База материальных резервов правительства республики. Утром, не дожидаясь подмоги ребят, которые вот-вот должны прийти на помощь, Хасан Богатырев с коллегой взялись за погрузку уже расфасованных мешков. Детская, мужская, женская. Погрузка делается, я говорю, здесь. Так, я вот палет желтая, подумай. Сюда, я продукцию вертите. Сил ертаж, это халки, полностью ертаж. Одежда, одна расфасовки, я помешкал скотч, а вот я тяну одежда. Мужская, женская, детская. Я. Я что? Я играть хаю. Тут палет отводите, на поддону, что Блюдо смерть ети, это же духать. А духа я хам фухулос. Крупы жбагеешь, сон стал. Крупы живут, да, тут шикер, фар, закудинер, основном. Собрали 80 тонн гуманитарной помощи. Люди привозили продукты питания, зимнюю одежду, обувь, палатки, термосы, лекарства и даже медицинское оборудование. Ждут отправки и эти комплекты савана. По последним данным, в результате мощного землетрясения в центральной части Турции и на северо-западе Сирии погибли более 40 тысяч человек. Вместе с тем, как разбираются завалы, цифры стремительно растут. Эти горы и всего того, что обогреет, вылечит и накормит обездоленных и перенесших утрату родных и близких, очень скоро окажется в Сирии. Маслин хайзаиш. Арла шумашани. Там шоладиды. Шоладиды там. 2300 галевых уже погрузят. Это вот в течение вот второй день сегодня. А дух вещи оценки кигинах нахано услышь. Миссия святах колледжер, дух бережи, дух чонок социалидят, жбейцы бодай что на халхудар, тагана человек 70, тагана нокосуди, пожаро-спасательный колледжер, качар и гиш энкиш дух ушила дел чидо, хабяхки дух булус. Первый дина расфасовка с утра до вечера. Расфасовки. Они женские отдельно, детские отдельно, мужскую отдельно расфасовывают, даже подписывают, даже галиш упаковывают, даже дорогие с утра до вечера мягко поздно. По поручению главы Ингушетии Махмуд Али Калиматова с 11 по 15 февраля по всему региону были открыты пункты сбора гуманитарной помощи. В Сунже и Назране неравнодушные жители собрали более 40 тонн. В Малгобеке свыше 20 тонн. Не остались в стороне жителей Карабулака и Джайрасского района. Волонтерам, студентам, сотрудникам МЧС предстояла невероятная задача расфасовать, собрать и укомплектовать. В результате той помощи, которую оказали граждане нашей республики, МЧС республики сегодня формирует, как вы видите, машины из 3 фур с гуманитарной помощью, порядка около 50 тонн. На подходе еще одна машина, в порядке, в итоге будет около 4 фур. Дополнительно от Единой России, региональное отделение республиканское, тоже подготовили гуманитарный груз в количестве 1 единицы. Все вот эти перечисленные мною автомашины в сопровождении наших спасателей сегодня вечером выдвинутся в город Москву. Оттуда уже на военно-транспортном самолете будет доставлен в Сирийскую республику. На месте погрузки о пусталости никто не говорит. От напора желающих помочь в ангаре летает пыль, и с телекамерой негде пройти. Волонтеры из числа студентов пожарно-спасательного колледжа за считанные минуты почти полностью загрузили грузовой транспорт. Собранные за 5 дней 80 тонн гуманитарной помощи для жителей Сирийской Арабской Республики уже вечером окажутся на борту грузового лайнера Министерства обороны. Ну а жители, надеясь на милость Всевышнего, молятся о скорейшем спасении тех, кто еще остается под завалами. И такие примеры есть.
Сегодня, на 11-й день после землетрясения в Турции, вызволили женщину из-под обломков. Адам Мережков, Хамзат Халухоев, Новости 24.